Добрый день, уважаемые коллеги! Мы сегодня с вами собрались на республиканском совещании членов администрации, и прежде всего это для заместителей директоров по учебной работе. Разрешите мне озвучить сегодняшнюю повестку. У нас три очень важных, очень интересных сегодня вопроса. Первый вопрос, который мы бы хотели сегодня озвучить, это типичные нарушения, выявленные в 2020 году при осуществлении проверок в отношении общеобразовательных организаций. Мы послушаем Людмилу Витальевну Марушкину, начальника управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Второй вопрос, который мы сегодня с вами, на котором остановимся, это проблема профилактики участия детей в несанкционированных протестах, втягивания несовершеннолетних, обструктивные действия, пути решения. Здесь будет выступление Бадаевой Ларисы Владимировны, начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел по Республике Коми. И третий вопрос, который озвучу я вам, это модель организации деятельности образовательных организаций по созданию условий для самоопределения школьников. Вместе со мной примет участие в этом вопросе наш учитель физики Майбурова Анна Ананина, которая отвечает за профориентацию в гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина. Давайте внимательно послушаем Людмилу Витальевну. Мы предоставляем ей слово. Пожалуйста, Людмила Витальевна. Спасибо, Наталья Витальевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я думаю, что сегодня у экранов собрались очень заинтересованные лица, те, которые работают непосредственно с документацией образовательной организации, с сайтом образовательной организации. Поэтому мое выступление сегодня будет касаться именно для этой аудитории. Если у вас будут вопросы, я прошу их формулировать и потом через Наталью Витальевну передать их мне. Мы постараемся ответить на ваши вопросы все. В целом управление по надзору и контролю всегда открыто для вас и готово ответить на все вопросы. Единственная просьба при обращении в управление по надзору и контролю владеть нормативной базой того вопроса, по которому вы звоните, чтобы я могла оказать вам квалифицированную помощь и чтобы мы с вами разговаривали на одном языке. Поэтому не стесняйтесь, звоните, будем разбирать все ваши вопросы. А сегодня позвольте остановиться на нескольких нарушениях, которые наиболее часто встречаются при проверках образовательных организаций. В этом году вступило в силу огромное количество нормативных правовых актов, разработанных на уровне Российской Федерации по вопросам организации деятельности общеобразовательных организаций. В том числе вступило в силу приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки номер 831, который регламентирует порядок размещения документов на официальном сайте. Так вот, на сегодняшний день все общеобразовательные организации, которые проверены в рамках федерального государственного контроля надзора в сфере образования, в своих актах имеют замечания по официальным сайтам. В чем причина? Первая причина в том, что формат размещения документов не соответствует вновь принятым документам. На сегодняшний день все документы, которые размещены на сайте образовательной организации, должны быть размещены с электронной цифровой подписью. Технически, как это сделать, я думаю, что ваши заместители директоров знают, ваши информационщики знают. Вместе с тем институт готов оказать техническую поддержку, а также наш отдел комплексной безопасности. Поэтому первое, к чему я хотела бы вас призвать, это к приведению в соответствие официальных сайтов. Кроме данного замечания, нашими специалистами выявлен ряд еще замечаний по официальному сайту. Первое – это то, что официальный сайт образовательной организации разработан с нарушениями структуры. То есть вот этот раздел, который называется «Сведения об образовательной организации», разработан и имеет в наличии не все те разделы, которые необходимо размещать на официальном сайте. И документы, которые размещены непосредственно в разделах, либо устарели, либо неактуальны изначально, либо размещены с нарушением формата. Поэтому я прошу вас очень рассмотреть возможность привести в соответствие официальный сайт. Все проверки образовательных организаций начинаются с проверки официального сайта.
И вся документация, которая размещена на сайте, подлежит проверке экспертами, в том числе и образовательные программы. Поэтому при непосредственном выходе в образовательную организацию, когда мы слышим, что на сайте размещены устаревшие документы, старые документы, такие отговорки приниматься уже не будут. Мы работаем с сайтом и смотрим ту информацию, которая должна быть размещена вами на сайте образовательной организации. Следующий блок нарушений, он касается разработки локальных нормативных актов, которые регламентируют деятельность образовательной организации. Как я уже сказала, с 1 января вступили в силу масса новых документов, поэтому я призываю вас к тому, чтобы вы провели аудит своих локальных нормативных актов на предмет соответствия действия действующему законодательству, внесли необходимые изменения и работали в соответствии со своими локальными нормативными актами. Ваши положения, порядки должны работать на вас, они не должны пылиться в папке. Они должны регламентировать действия всех участников образовательных отношений. И в случае спорных каких-то вопросов они должны работать на вас. Они должны помочь образовательной организации разобраться в сложившейся ситуации и определить действия всех участников образовательных отношений с сохранением их прав. Следующее нарушение, которое хотелось бы мне огласить, это то, что образовательной организацией не осуществляется контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ. Это непосредственная деятельность заместителя директора. И периодичность, которая установлена в вашей образовательной организации, необходимо выполнять по контролю. То, как у вас регламентировано осуществлять контроль, какие документы принято заполнять при этом, аналитические справки, приказы. При проверке образовательной организации мы смотрим эту деятельность как раз через ваши документы. И понимание того, что программа выполнена, может быть получено только исходя уже из справок, приказов, ну и принятия, конечно, управленческих решений. Следующее нарушение, которое мне хотелось бы огласить, это то, как проводится аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. Значит, на сегодняшний день выявлены следующие нарушения требований порядка. Во-первых, не вовремя педагогические работники ознакомливаются с представлением. Далее, от педагогических работников директорам требуются некие аналитические материалы, какие-то практические работы и задания. В личных делах нет выписки об аттестации педагогического работника. Даты аттестации не соответствуют с планируемыми датами, указанными в приказах, а также с выписками. Поэтому я прошу вас провести также аудит этих локальных актов, графика проведения аттестации, посмотреть личные дела педагогических работников на предмет наличия всех необходимых документов. Следующее замечание, которое мне хотелось бы огласить, это разработка и реализация основных образовательных программ. На сегодняшний день самое большое количество нарушений, которые выявляются в ходе проверок, касаются как раз содержания программ, начиная их несоответствие федеральному государственному образовательному стандарту и заканчивая теми требованиями, которые регламентированы на уровне образовательной организации. Это структура рабочих программ, это календарно-тематическое планирование. Таким образом, в школе существует как будто отдельно некая образовательная программа и рабочие программы отдельно взятых учителей, которые никак не коррелируются уже с основной общеобразовательной программой. Кроме того, содержание рабочих программ, учебные планы очень часто не соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. И что самое, скажем так, печальное, это то, что отсутствуют контрольно-оценочные процедуры. Таким образом, школа не знает, чему она учит на сегодняшний день своих обучающихся, далее, что она планирует потребовать и каковы должны быть основные показатели качества обучения в данной школе. В целом образовательные программы практически в 100% проверенных организаций требуют доработки, требуют актуализации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Кроме того, документы, которые входят в состав образовательной программы, это и рабочие учебные программы, и учебные планы, еще раз говорю, требуют также приведения в соответствие и в части часов, и в части регламентации отдельных вопросов. Особо хотелось бы обратить внимание на регламентацию вопроса по промежуточной аттестации. Возможно, многие были уже и на курсах, где я проводила какой-то круглый стол, и еще какие-то выступления, и слышали уже о том, что очень много поступает в Министерство жалоб по поводу неправомерности проведения промежуточной аттестации. Все недопонимания и спорные ситуации с родителями обучающихся начинаются с вашего локального нормативного акта, который, в принципе, не регламентирует четко, что есть промежуточная аттестация. Родителям непонятно, за что ставится ребенку отметки, как идет округление отметок, какой вес имеет та или иная отметка. И в итоге мы выходим на определенные нарушения, которые могут повлечь за собой нарушение прав детей уже на получение образования. Есть прецеденты составления протоколов в отношении образовательных организаций за то, что нарушены права в ходе проведения промежуточной аттестации. Данный вопрос должен быть очень четко регламентирован на уровне образовательной организации, и все педагоги школы должны придерживаться единой позиции по проведению промежуточной аттестации, чтобы не было такого, что в учебном плане, календарном тематическом планировании где-то написана контрольная работа, где-то тестирование, где-то проект. В итоге оценка выставляется не своевременно, доставляется когда-то педагогам. У родителей возникает масса вопросов, почему так. И вот это недовольство, я считаю, оно очень обоснованное в целом. Хотелось бы сейчас еще обратить внимание на то, что 273-й федеральный закон вводит общие требования к организации воспитания обучающихся. Изменения, которые внесены в федеральный закон, уточняют понятие воспитания, образовательная программа, примерная основная образовательная программа. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией самостоятельно. Так вот, образовательные программы подлежат приведению в соответствии с этими новыми положениями не позднее 1 сентября 2021 года. На сегодняшний день наши специалисты управления по надзору, выходя на проверки и проверяя образовательную программу, дают рекомендации и делают какие-то определенные замечания. С 1 сентября данные замечания будут выданы в предписании образовательной организации, если образовательная программа не будет содержать плана воспитательной работы, ну и, соответственно, рабочие программы по воспитанию. И с программы воспитания, наверное, мне, пожалуй, хотелось бы остановиться на определенных предметах, учебных предметах и проблемах, которые возникают в последнее время. Уважаемые заместители директоров, все вы так или иначе посещаете уроки, у вас есть, скорее всего, план контроля за преподаванием учебных предметов, и предметы вы посещаете и гуманитарного цикла, и математического цикла. В рамках тех событий, которые происходили последние выходные, и вычленение обучающихся, которые имеют какой-то, может быть, агрессивный настрой, которые планировали или участвовали в различного рода несанкционированных мероприятиях, хотелось бы обратить внимание на педсостав и на преподавание ими учебных предметов. Обратите, пожалуйста, внимание на своих педагогов, на содержание предмета, который они преподают. Да, каждый человек имеет свои убеждения. Вместе с тем, учитель – должностное лицо, и пребывая в школе, он обязан преподавать свой учебный предмет вне зависимости от своих политических или каких-то общественных взглядов. Если говорить о статистике, хотелось бы огласить вам на сегодняшний день так называемые группы риска. Но сами понимаете, что в группу риска, скорее всего, попадают преподаватели, которые преподают общественные предметы. Это история, это обществознание. Так вот, если говорить по стажу работы, на сегодняшний день... всего у нас, кстати, работают в школах республики 392 учителя истории обществознания. Из них
36 человек имеют стаж 10 и менее лет. То есть это довольно-таки молодые люди, которые могут обладать определенными настроениями, скажем так, и своими убеждениями. Далее, и ряд учителей, которые имеют 30 и более лет стажа уже. Это 146 человек у нас работают в школах республики. Поэтому, в принципе, мы бы очень хотели и рекомендовали, чтобы на уровне образовательной организации вопросы по предупреждению экстремизма, по предупреждению каких-то, может быть, агрессивно настроенных настроений велись не только в рамках воспитательной работы, но и в рамках преподавания учебных предметов. У меня, в принципе, все. Спасибо. Спасибо огромное, Евгения Витальевна. Будем использовать. Да, может быть, есть какие-то вопросы, коллеги? Пока есть у нас такая возможность сразу непосредственно получить ответ от Людмилы Витальевны. Есть вопрос, не видел, да? Можно ли принять на уровне нашей школы документ, в котором прописать, что по физической культуре выставлять зачет учащимся, которые имеют специальную группу или освобождение, а остальных учащихся оценивать? Данная избирательность не очень обоснована. Единые подходы должны быть, в принципе, ко всем. Говорить, разрешаю я вам или не разрешаю, я не могу. Поэтому данный вопрос необходимо решить, уже опираясь на нормативно-правовое основание. Если человек, который задал этот вопрос, позвонит 301-664, то есть это в управлении по надзору и контролю, мы обговорим правовые основания решения данного вопроса, и вы примите сами решение на уровне образовательной организации. Спасибо. Еще один вопрос. Как быть с плаванием по физкультуре? Бассейна у нас в деревне нет. Бассейна нет, я полагаю, вы его и не построите, скорее всего, да, поэтому нужно смотреть по программе, что вы можете заложить вместо данной дисциплины, и теоретическое изложение данной дисциплины тоже никто не отменял. Все. Уважаемые коллеги, еще раз говорю, 301-664 это мой телефон в управлении по надзору, и отдел надзора 301-660, добавочный 330, начальник отдела надзора Корсакова Марина Александровна. Спасибо. Спасибо.
Коллеги, мы продолжаем. К нам присоединилась Бадаева Лариса Владимировна, начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции подразделений по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел по Республике Коми. И она нам озвучит сегодня проблемы профилактики участия детей в несогласованных протестах, втягивания несовершеннолетних, деструктивные действия, пути ее решения. Прошу вас. Спасибо, Наталья Витальевна. Добрый день, уважаемые участники онлайн-семинара. Тема моего выступления, наверное, пойдет в унисон Людмиле Витальевне. Почему? Потому что она уже затронула проблематику митингов и педагогической той деятельности, чем вы занимаетесь, образовательных организаций. Но прежде чем начать, прошу просмотреть сюжет, где студенты непризнанной Донецкой Народной Республики записали обращение, в котором призвали российскую молодежь, участвующую в незаконных акциях, не дать себя обмануть и не бороться за чужие навязанные идеи. Пожалуйста, ролик. Вот этот вот, да? Какой из них? Лиги Донецкой Народной Республики от лица всей студенческой молодежи хотим обратиться к студенческому сообществу Российской Федерации. Мы с ужасом наблюдаем кадры акций и шествий, которые сейчас происходят на территории России, и хотим предостеречь и рассказать вам, что вас может ожидать. Уже 7 лет мы живем в состоянии гражданской войны. Войны, которую никто не ожидал, войны, которая пришла к нам внезапно. Войны, которую нельзя было увидеть в словах предводителей так называемой революции достоинства. В 2004 году в Киеве произошла так называемая «Оранжевая революция». Она преподносилась нам как мирная акция, как волеизъявление граждан, как попытка народа отстоять своего лидера, которого отравили и попытались убить. Мы видели представителей западных стран, которые приезжали на Майдан и поддерживали толпу. Они говорили, что победа протестующих приведет их к лучшей жизни и сделает гражданами свободной Европы. Но Майдан не дал всего этого. Страна раскололась на Запад и Восток, на тех, кто купился на сказке о европейском уровне жизни, и тех, кто хотел остаться дома с Россией. После 2004 года Украина перестала быть прежней. Нас стали заставлять учиться, общаться и думать на украинском языке. Нам запретили говорить на русском. Майданной власти начали взращивать националистическое радикальное поколение, воспевающее нацистских преступников. И уже в 2014 году те, кто 10 лет назад был ребенком, свято верящим в красивое европейское будущее, вышли с дубинками и коктейлями Молотова против действующей власти. Все тот же коллективный Запад называл их мирными протестующими и детьми, закрывая глаза на все те зверства, которые они вытворяли. Послы и посланники иностранных государств говорили о свободе слова и раздавали печенье. Наша легитимная власть отступила. Произошел переворот, захват преступным путем. В новой стране оказалось нет места для нас, тех, кто думает по-другому, по-русски. Потом горел Славянск и Одесса, бомбили наши города, мы были вынуждены стать на защиту нашей земли. 7 лет, каждый день погибают невинные люди. Эта война унесла жизни многих, детей, их родителей, стариков. Многие остались инвалидами, а нас она лишила молодости. Сегодня многие из тех, кто стоял на Майдане, просто чтобы быть как все, быть в тренде, прячутся от военкоматов. Они боятся идти на фронт. Говорят, что не за это стояли, что не этого хотели, да и вообще не хотели ничего. Они просто боятся погибнуть за чужие навязанные идеи. Мы обращаемся к вам с призывом. Не дайте себя обмануть.
Те люди, которые сегодня побуждают вас выходить на улицу, хотят лишь разрушить великую страну. Им все равно на последствия. Возможно, сейчас вам кажется, что вы стоите на пороге чего-то нового, но это не так. Никто не вспомнит о вас, никто не будет защищать вас в пылу гражданской войны. Они не хотят вам добра, они не будут защищать ваши права и бороться за вашу свободу. Они хотят лишь разрушить и разграбить великую Россию, не побежденную никем. Не становитесь на их путь, не помогайте им. Станьте на защиту Родины. Подумайте о своих родных, о своем будущем. Одумайтесь. Пожалуйста, одумайтесь, пока не стало слишком. Все мы понимаем, что одним из ключевых направлений борьбы с негативными проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. А что может быть лучше? То, что сказано устами сверстником. Это одна из лучших профилактик. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Латинская мудрость, ее никто не отменял, то есть означает возможность человека подготовиться ко всякого рода неожиданностям, если о них он извещен заранее. Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде несовершеннолетних, так как именно эта категория населения является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию. Частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения – вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого распространения антиобщественных идей среди наших детей. Последние события 23 и 31 января текущего года мы увидели с вами участие несовершеннолетних в несанкционированных митингах. Поэтому необходимо проводить профилактическую работу не только среди детей, но и во взрослой аудитории, с родителями, так как родителям необходимо напоминать об ответственности за противоправные действия несовершеннолетних, в части участия в несанкционированных митингах и акциях, а также о последствиях участия в таких мероприятиях для жизни и здоровья подростка. Необходимо разъяснять о том, что несогласованные публичные мероприятия могут быть сопряжены с нарушением общественного порядка, в ходе которых могут пострадать их дети. Напоминать родителям о необходимости контроля за действиями своих детей, особенно в местах массового скопления граждан. Давайте разберем немножко понятийный аппарат. Что такое митинг? Митинг – это массовое нахождение, скопление людей в каком-либо месте с целью публично выразить мнение, личное или коллективное. Несомненно, нужно объяснять, что право на проведение митингов гарантировано статьей 31 Конституции Российской Федерации. Но согласно этой статье, каждый вправе собираться мирно и без оружия. Однако право не может быть абсолютным. И в России возможность свободного проведения митингов ограничена федеральным законом о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях от 19 июня 2004 года, номер 54 ФЗ. Он закрепляет в том числе и порядок организации митингов, правила определения мест для проведения мероприятий, субъективный состав участвующих, организаторы, участники, основания для приостановления и прекращения митинга и многие другие вопросы. Что такое санкционированный митинг? В силу статьи 7 Федерального закона номер 54 организатору необходимо предварительно подать заявку на проведение митинга в орган исполнительной власти того субъекта, где он проводится. Далее производится согласование места его проведения. Далеко не во всех местах можно устраивать массовые собрания людей. Территория, где их проведение запрещено, перечислены в части 2 статьи 8 Федерального закона номер 54. К территориям, на которых проведение митинга запрещено, относятся железнодорожные пути, площадка, примыкающая к зданиям органов власти и так далее. Кроме того, нельзя проводить митинги там, где они могут нарушить работу инфраструктурных объектов, повлиять на движение транспорта. В случае, если все вопросы, необходимые для мероприятия, согласованы, оно может быть одобрено. Но в пункте 4 статьи 6 Федерального закона номер 54 указано, что участники публичных мероприятий не вправе: первое, скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности. Второе. Иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие и режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывные устройства,
распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготовленные на его основе, находиться в месте пребывания публичного мероприятия в состоянии опьянения. С какого возраста можно ходить на митинги? Российское законодательство не ставит ограничений по возрасту для участников согласованных акций, только для их организаторов. Так, с 16 лет можно организовывать митинги и собрания, с 18 лет пикеты, демонстрации, шествия. Быть участником санкционированных митингов можно в любом возрасте, потому что это право закреплено в Конвенции о правах ребенка ООН, и по ней дети имеют право на свободу собрания. Что такое несанкционированные митинги? В сети интернет, через блоги, социальные сети мы видели, что в преддверии 23 января, когда в первый раз прошли такие протестные акции на территории Российской Федерации, в том числе и Республики Коми, распространялись сообщения, призывающие граждан, в том числе наших несовершеннолетних, к участию в несанкционированных публичных мероприятиях. Несанкционированный митинг отличается от санкционированного тем, что проводится без предварительного согласования с исполнительным органом власти. Такие мероприятия редко проходят мирно и интеллигентно. Несанкционированный митинг влечет различные правовые последствия для его организаторов и участников. Ответственность варьируется от административной до уголовной. Ну а теперь рассмотрим очень подробно, какие наказания ждут тех, кто не хочет соблюдать закон или умышленно его нарушает. Начнем с административного кодекса. Итак, статья 20.2 Административного кодекса Российской Федерации звучит следующим образом. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Частью 1.1 предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествия или пикетирования, если это действие не содержит уголовно наказуемое деяние. Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей, или обязательно работы сроком от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. В том числе и лежит ответственность на должностных лицах, накладывается штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, и также на юрлиц от 250 до 500 тысяч рублей. Частью 5 статьи 20.2 Кодекса административных правонарушений предусмотрена ответственность за участие в митинге с нарушением установленного федеральным законом номер 54 порядка. За участие в несанкционированной акции для граждан предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательно работы до 100 часов или административный арест до 15 суток. За повторное нарушение данной статьи наказание будет в разы серьезнее. Штраф до 300 тысяч рублей, административный арест до 30 суток. При этом семья подростка вынуждена оплатить штраф и может пострадать не только материально. Для них может наступить и ответственность по статье 5.35 Кодекса о административных правонарушениях, неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Какие последствия участия в несанкционированных митингах несовершеннолетних? Конечно же, это постановка на профилактический учет подразделения по делам несовершеннолетних. Теперь перейдем к уголовной ответственности. Статья 212 Уголовного кодекса Российской Федерации «Массовые беспорядки», которая охватывает и организацию массовых беспорядков, и склонение вовлечения лица в данные мероприятия, и участие в массовых беспорядках, и призывы к массовым беспорядкам. Я хочу остановиться именно на вовлечении лиц в совершение данных действий. 22 января 2021 года стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в несогласованные мероприятия. Так, пытаясь манипулировать детьми, в основном через популярные сети ВКонтакте, ТикТок, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер и Ютуб. Может быть, сегодня в новостях вы уже видели о том, что Генпрокуратура Российской Федерации предупредила владельцев сайтов об ответственности, в том числе уголовной, за призывы участия в незаконных акциях, неудаление российскими иностранными интернет-компаниями, владельцами сайтов информации, содержащей призывы к незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам,
влечет привлечение к административной ответственности по статье 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. И Генеральная прокуратура Российской Федерации предупреждает также, что размещение в сети интернет призыва к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, может быть также квалифицировано по статье 212 Уголовного кодекса, которая звучит «массовые беспорядки». Напоминаю, что перед акциями 23 января прокуратура и МВД России заранее предупредили о недопустимости граждан, в том числе детей, за участие в несанкционированных мероприятиях. Кроме этого, полиция напомнила об ответственности за провокацию в адрес силовиков на митингах. Согласно части 4 статьи 17 Федерального закона о полиции, неисполнение законных требований сотрудников полиции или неповиновение сопротивления им отдельных участников публичного мероприятия влечет за собой ответственность этих участников, предусмотрено законодательством Российской Федерации. В соответствии с частью 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, неповиновение законному распоряжению или требованию, в частности, сотрудника полиции, в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнения ими служебных обязанностей, влечет наложение административного штрафа от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Уважаемые заместители директоров образовательных организаций, в ходе проведения профилактической работы с детьми и с родителями по данной тематике, ссылаясь на закон, вы должны объяснить его основные статьи, поясняющие права граждан, рассказать об ответственности за нарушение, о наказании, которое грозит тем, кто умышленно не соблюдает законодательство Российской Федерации, и не допустить вовлечения наших детей в противоправные действия по неосведомленности и незнанию законов, которые, как известно, не освобождают от ответственности. И потом, коронавирус никуда не делся, в связи с чем в республике продолжают действовать ограничительные меры. Они касаются и проведения публичных мероприятий. Обращаю ваше внимание на то, что после 23 января поступил мне ряд звонков от моих сотрудников о том, что некоторые школы, а именно директора образовательной организации, не впускают для проведения профилактических мероприятий образовательной организации в целях предупреждения неучастия в данных несанкционированных митингах. Я считаю, что это абсолютно неправильная позиция. Мы детей не агитируем за чью-то сторону, мы им разъясняем только об ответственности и правовых последствиях. 4 февраля, буквально недавно, прошло внеочередное заседание Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних в режиме ВКС, где присутствовали начальники управления образования. МВД по Республике Коми внесло предложение, проект постановления о том, что Министерство образования инициирует приглашение сотрудников правоохранительных органов, это не только сотрудников полиции, но и Следственного комитета, прокуратуры, для проведения целенаправленной профилактической работы, в том числе онлайн-режиме, со школьниками старших классов, студентами УСПО, вузов, об ответственности и правовых последствиях за участие в несанкционированных публичных мероприятиях. Но прокуратура республики внесла коррективы. Они посчитали, что старшие классы – это уже поздно, что работу надо начинать с начального звена, начиная с 3 класса. Поэтому убедительная просьба к вам приглашать нас для того, чтобы мы разъясняли законодательство Российской Федерации и ограждали наших детей от необдуманных поступков, которые, наверное, в будущем может повлиять на их будущую жизнь. Ну и прошу также привлекать для занятий с детьми представителей общественных организаций, там, где имеются советы отцов, представители совета отцов, ветеранские, патриотические объединения, социально ориентированные НКО. Хочу довести до вас, что за 23 и 31 января доставлено было в дежурной части 7 несовершеннолетних. Это, конечно же, было 31 января. Почему? Потому что в этот день, наверное, полиция более жестко работала, чем 23 января. Было выявлено около 120 фотографий детей, которые принимали участие. Все они были направлены в Министерство образования для того, чтобы они помогли нам опознать
опознать данных детей. На сегодняшний день возбуждено административное производство в отношении 17 несовершеннолетних. Из них 2 взрослых, которым уже есть 18 лет, но они являются учащимися образовательных организаций, месяцев школ. И 14 человек – это те, которые достигли возраста административной ответственности. Для понимания хочу озвучить по гендерному признаку и по занятости, чьи это детки. Значит, на удивление 8 мальчиков, 9 девочек. Причинами участия в своих объяснениях они называли самые разнообразные. Кто-то из любопытства, некоторые присоединились за компанию, некоторые озвучили о том, что хотят поддержать митингующих, выразив свою такую гражданскую позицию. Но по учебным заведениям школьники 7 человек. Из Сыктывкара это 4-я школа, 15-я школа. 15-я школа меня немного взволновала, потому что на наибольшее количество участников, выявленных в ходе митинга, именно учащиеся данной образовательной организации. 33-я школа города Сыктывкара, город Усинск 4-я школа и Ухтинский технический лицей. Если брать учащихся УСПО, то это у нас колледж сервиса и связи, город Сыктывкар, Сыктывкарский политехнический техникум, 2 человека, Сыктывкарский торгово-экономический колледж, колледж культуры, Сыктывкарский медицинский колледж. То есть в основном все студенты колледжев города Сыктывкара. На сегодняшний, в отношении 9 несовершеннолетних составлены протокола по части 5 статьи 20.2. 2 протокола на сегодняшний день уже рассмотрены в городе Ухта. Наложены штрафы в размере 10 тысяч рублей. Решается вопрос о постановке на профилактический учет в полицию. С остальными детьми мы также будем работать, принимать меры. Еще раз хочу обратиться к тому, что причины, по которым подростки участвуют в митингах. Во-первых, это желание приобщиться к крупным движениям. Они не осознают своих последствий, берут пример с значимых старших, оказавшихся рядом, не имеют других старших лидеров, много свободного времени. Из 17 человек почти что 80% ничем не организованы дети и ничем не заняты во внеурочное время. Не сформированы какие-то ценностные ориентации, низкий уровень самоконтроля, любопытство, я вам об этом сказала, и высокий, конечно, уровень внушаемости. Поэтому важно, чтобы школа и родители объясняли детям последствия об участии в митингах. Признаки вовлечения подростков в участие в митинге – это резкая смена круга общения, несвойственная ранее политическая заинтересованность и активность, резкая реакция на официальные новости. Каков алгоритм работы в данном направлении? Это, во-первых, первичная профилактика до митинга. Дети, родители, педагоги. Это митинг, то есть последствия. В любом случае мы очень благодарны тем педагогам, родительским патрулям, которые приняли активное участие 31 января в нашей работе, оказали помощь для того, чтобы разъяснять детям, что не стоит идти на митинг. Почему? Потому что все это противоправно и незаконно. Как сказал Владимир Владимирович Путин, у нас каждый имеет право на высказывание своего мнения, но оно не должно нарушать закон. Те митинги, которые проводились 23-31, они незаконные, несанкционированные. Поэтому обращаем на это тоже внимание. И после вторичная профилактика – это дети, родители, педагоги. Конечно же, во всех вот этих 3 позициях должны присутствовать и субъекты профилактики, и органы внутренних дел, и прокуратура, и Следственный комитет. Обращаю внимание на профилактическую работу с детьми, дети, педагоги. Во-первых, это проведение тематических классных часов. Это моделирование политических ситуаций, диспуты, ролевые игры, день самоуправления в школе, создание, укрепление, развитие молодежных общественных организаций, те же Юнармия, Российское движение школьников, экскурсии, в конце концов, тоже в Общественную палату Республики Коми, в Госсовет Республики Коми, где нет, понятно, что кто у нас находится за пределами города Сыктывкара, наверное, администрации, возможно, данных муниципалитетов. Следующий момент. Профилактическая работа с детьми родителей. На что нацеливать надо родителей? Это наблюдение, контроль
неочевидные за подростком, воспитание социальной культуры, формирование нравственных ценностей, воспитание неравнодушного гражданина своей страны, ну, конечно же, прежде всего, собственный пример и объяснение реальных мотивов организаторов несанкционированных акций. Очень важно при проведении профилактических мероприятий с детьми избегать насаждения ценностей, прямого запрета, нравоучений, которые, скорее всего, будут иметь обратный эффект. Желание пойти на этот митинг из чувства протеста. Ваша задача объяснить детям, что вы не лишаете их права на выбор, уважаете их позицию, но обязаны объяснить правовые последствия их возможных действий, чтобы они, еще раз повторюсь, не совершали необдуманных поступков. Важно, чтобы обучающиеся доверяли вам, не воспринимали школу как источник ограничений, а источник норм и правил. Тогда они к вам прислушаются, потому что вы, прежде всего, пример для них. Большую часть времени дети все-таки находятся в образовательной организации, и вы значимые взрослые. Поэтому спасибо большое за внимание, готова ответить на вопросы. Спасибо большое, Лариса Владимировна. Мы сейчас посмотрим, есть ли у нас вопросы. Еще вот этот видеоролик надо показать всем. Ну, это как опять, чтобы да. не как пропаганда Да, была, да. чтобы Но не... в любом случае дети скажут лучше детям, да? Угу. Поэтому я говорю, что самая лучшая профилактика – сверстник сверстнику, да, равный равному, как у нас вот настоит Министерство образования. Я с ним абсолютно согласна, но этот равный должен понимать, что говорить своему сверстнику, о чем говорить, и мы должны готовить таких детей. Огромное Нет спасибо, вопросов. Лариса Владимировна. Да, Спасибо большое, Спасибо большое.
Коллеги, мы продолжаем. Значит, я вам немножечко расскажу о той системе работы по выбору образовательного маршрута на уровне среднего общего образования, обобщу опыт работы гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина. И к нам присоединилась еще моя коллега, учитель физики Майбурова Анна Ананьевна, которая у нас отвечает за профориентацию, и она немножечко тоже по этому поводу расскажет. Но прежде всего, на что я хочу обратить внимание, что есть такое понятие, мы с вами с этим понятием соприкасаемся все чаще и чаще, это индивидуально-образовательная траектория. То есть это персональный путь творческой реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании, смысл, значение, цель и компоненты каждого последовательного этапа, которого осмыслены самостоятельно или совместной с педагогом деятельности. Я пропущу нормативно-правовую базу. Хочу вас сразу же предупредить, что материалы сегодняшней нашей встречи вам мы разошлем, в том числе, кроме этой презентации, которую сейчас я вам покажу, я отправлю вам еще другую презентацию. Это выступление нашей команды гимназии, которая имела признание. Вы прочитаете внимательно, для себя что-то примете, что-то вам покажется, может быть, нужно идти каким-то другим путем. Итак, прежде всего, на что хочу обратить внимание, что индивидуально-образовательная траектория, она, естественно, сложится из такого важного понятия, как формирование учебного плана на уровне среднего общего образования. Я не буду останавливаться на том, из чего складывается учебный план на этот уровень, какое количество часов необходимо реализовать за 2 образовательных года обучения, какие предметы обязательно должны быть включены в данный учебный план. Вы все специалисты, все профессионалы и прекрасно понимаете, что необходимо в него включить. На что обращу ваше внимание. Значит, есть такое понятие для того, чтобы, то есть на протяжении уже достаточно большого количества лет в гимназии практикуется такой опыт, что каждый учащийся формирует свой учебный план, исходя от тех возможностей, которые может предоставить гимназия. И каждому учащемуся гимназии, а именно учащемуся 9 класса, на перспективу дается достаточно большой, такой промежуток времени в ходе именно 9 класса, вот это прежде всего хочу акцентировать на это внимание, несколько этапов, конечным результатом которого будет именно сформированный его учебный план. И вот на первом этапе, в котором участвуют все участники образовательного процесса, это и учащиеся прежде всего, это, конечно же, родители, это члены администрации гимназии, учителя-предметники и педагог-психолог, и классные руководители, это мы помогаем учащимся именно сформировать этот учебный план. Что он в себя будет включать, этот учебный план? То есть вот посмотрите, несколько есть этапов. То есть первый этап, это мы начинаем в первую половину учебного года посредством классных часов для 9-классников, презентации учащимся 11 классов, которые уже учатся по профилю. Это, конечно, родительские собрания, это групповые диагностики профессиональных предпочтений. Делается большой объем работы. И прежде всего учащийся, впервые увидев, что вообще такое учебный план, он сам самостоятельно, вот красным цветом, как здесь это написано, определяет те предметы, которые он бы хотел бы изучать на углубленном уровне именно в 2 года обучения. Обязательно, конечно, акцентируется внимание, что есть определенный набор предметов, которые должны обязательно быть включены в учебный план. И обращается внимание на те предметы, которые учащийся выбирает, это его право, в том числе и на углубление. Это 3-4 предмета. Обязательно акцентируется внимание учащихся, что минимальное количество часов в учебном плане – это 31, максимальное количество часов – 37, что есть такое понятие, как элективные курсы, которые также являются обязательными для выбора. И эти элективные курсы углубляют те предметы, которые ему пригодятся в будущем при поступлении в высшее учебное заведение.
хочу обратить ваше внимание, что вот эта форма учебного плана, точно так же мы обязательно вам ее отправим, вы посмотрите, для того, чтобы, возможно, использовать потом в своей работе, где вот именно учащийся выделяет, вот вы видите сейчас предметы, которые он бы хотел бы изучать на базовом уровне, и те предметы, которые он хотел бы изучать на углубленном уровне. Подводится некий итог, определяется сумма часов, недельных часов, которые будут включены в учебный план. Следующее, на что обращаю внимание. Итак, это декабрь. Январь. Мы продолжаем работу. Это собеседование с учащимся по составлению индивидуального учебного плана посредством анкетирования, личной встречи. Это индивидуальная профилактическая диагностика. Это для учащихся, которые испытывают затруднения в выборе профиля или желающие еще пообщаться по учебному плану. Это индивидуальные консультации, опять же, для этой группы учащихся, которые испытывают затруднения, или те, которые принимают для себя такое решение, что им еще бы хотелось бы пообщаться, поговорить именно по будущему их учебному плану. Февраль. Анализ анкет, составление учебного плана, ознакомление учащихся и их родителей с учебным планом. Есть такое понятие, как у нас оно действует, эта программа, эта игра, это защита профиля, деловая игра, где в этой игре принимают участие учащиеся 11 классов, педагог-психолог, администрация. Они рассказывают, ребята 11 классов, учащимся 9 классов, что им нравится в рамках этого профиля, какие сложности, их ожидания, может быть, что-то их не устраивает в этом профиле, для того, чтобы обратить внимание учащихся 9 классов в будущем при выборе данного профиля. Конечно же, здесь также продолжаются индивидуальные консультации для учащихся, которые испытывают затруднения при выборе профиля, или те, которые желают еще пообщаться с педагогом-психологом или заместителем директора, или с учителями-предметниками профильных предметов. Здесь образец анкеты, который проводится с учащимися в конце учебного года, даже неправильно говорю, не в конце учебного года, а прежде всего учащиеся, которые уже пошли по профилю. Это учащиеся 10 классов. Полгода прошло, они учатся по профилю, их ожидания, что им нравится, что им не понравилось. И вот работает такая анкета, мы смотрим, все ли у них получилось. Может быть, они что-то хотели бы, пока еще не поздно, потому что им еще нужно продолжать обучение по данному профилю. Может быть, есть смысл перейти с одного профиля на другой. Вот эта анкета в этом помогает. Образец вам тоже будет отправлен. Это я упущу. Хочу обратить внимание на элективные учебные курсы. Здесь краткое описание. Вот ребята постарше для девятиклассников презентуют эти элективы. Это вот стилистика русского языка, которую выбирают учащиеся, это литература Великобритании, США на английском языке и другие предметы. Например, технический перевод, практика письменной речи, практикум по математике и так далее. Следующий этап, и он очень важный, когда уже, в принципе, мы имеем какую-то картину, это март-апрель, май, весенний период, это составление учебных планов, распределение нагрузки, предварительные нагрузки учителей, составление сетки недельной нагрузки. Обязательно проводится, как я уже говорила, что в этой процедуре принимают участие все участники образовательного процесса. Обязательно мы общаемся с родителями. Это родительское собрание, профильное обучение на уровне среднего общего образования, представление учебного плана по итогам выбора учащихся. Также продолжаем проведение индивидуальных консультаций для учащихся, которые даже в этот период времени еще испытывают затруднения в выборе профиля. Или они склоняются к тому, чтобы продолжать образование не на уровне нашего образовательного учреждения, а могут продолжить обучение на уровне среднего общего образования в другое образовательное учреждение города Сыктывкара. Ну вот один из вариантов учебного плана на примере гуманитарного профиля. Здесь вы видите распределение часов. Буковка У подсказывает вам, что это предметы на углублении. И те, которые без буковки У, то есть на базовом уровне. Ну вот посмотрите, пожалуйста, например, гуманитарный профиль, вариант 1. Это предметы такие, как русский язык на углублении, это английский язык, это история. Остальные предметы
те, которые являются обязательными в верхней части учебного плана, и так называемая вот нижняя часть, это элективные курсы, обязательно по выбору. Здесь учащиеся выбирают, это может быть только один предмет, один какой-то курс, это может быть несколько курсов. Самое главное, чтобы была соблюдена норма не менее 31 часа. Ну и в завершении, когда уже, собственно, учащиеся 9 классов получают аттестат об основном общем образовании, они сразу же принимают, ну, скорее всего, принимают для себя решение и подают заявление о том, что они хотели бы обучаться в гимназии в 10 классе, и определяют свой профиль, то есть выбор профиля. При приеме заявления составляется учебный план, распределяется уже окончательная нагрузка по учителям в зависимости от того, какие профили были выбраны, согласно тех условий, которые может предложить гимназия. На сегодняшний день учащиеся 10 классов в гимназии обучаются по нескольким профилям. Это гуманитарный профиль с углубленным изучением литературы, это гуманитарный профиль с углубленным изучением истории, это профиль технологический, здесь 3 предмета, ну там тоже 3, но тут прежде всего вот разница в гуманитарном заключается именно, что в одном литература, в другом история. Это технологический профиль, где учащиеся углубляют такие важные предметы, как математика, информатика и физика. И есть у нас группа ребят, это учащиеся, в том числе 10 В класса, которые углубляют такие предметы, как биология, химия и математика. Учащиеся 11 классов гимназии в этом году обучаются по 5 профилям. Это гуманитарный профиль 1, литература, гуманитарный профиль 2, история, это социально-экономический профиль, где учащиеся изучают на углубленном уровне такие предметы, как экономика, математика и право, это, естественно, научный профиль, 1 вариант, где идет углубление физики, информатики, математики, и, естественно, научный профиль 2, это химия, биология и математика профильная. Я хотела бы вам показать видеоролик наших ребят, с которых, в принципе, все началось. Их отзывы, их плюсы, которые они видят именно в профилизации. Получается, да? Вот он, да? Ой-ой-ой. Бегает мышка, не хочет. Вот это, да? Угу. Развернуть надо, да, вначале? Давайте развернем. Угу. И запустим. Теперь пошла, да? По центру. Угу. В 2018-2019 учебном году гимназия перешла на профильное обучение на уровне среднего общего образования. Мы, нынешние 11-классники, стали пионерами в данном направлении. Позади год учебы по профилям, и сегодня мы готовы поделиться своим мнением. Мы обучаемся по 5 направлениям: химико-биологический профиль, социально-экономический, физико-математический, гуманитарный исторический и гуманитарный литературный. Мы обучаемся на 2-м естественно-научном или химбио. А какие предметы изучаете на углубленном уровне? Химию, биологию у нас получается химия в неделе 5 часов, а биологии 3. А к поступлению в какие вузы вас готовит ваш профиль? Медицинские. А хотели ли бы вернуть традиционное обучение? Лично я нет, меня устраивает. Мы учим конкретно те предметы, которые нам необходимы. Мы учимся на социально-экономическом профиле. Я бы не хотела перейти на традиционное обучение, потому что ты тратишь очень много времени на те предметы, которые тебе абсолютно не нужны, а здесь, конечно же, мы тратим на это много времени, но хотя бы те предметы, которые нам нужно будет сдавать. Обучаемся на естественно-научном 1-м профиле, это физико-математический профиль. Мы углубленно изучаем физику, информатику, математику. Хотели бы перейти на традиционное обучение? Нет, потому что так удобнее, ты сосредоточен на предметах, которые тебе нужны будут в будущем, и это очень удобно. На гуманитарном профиле, 2-м, литературный профиль. У нас углубленное изучение литературы, русского языка, 2-го языка, я изучаю французский,
И еще мы изучаем английский язык 6 дней в неделю. У нас есть возможность посвятить больше времени тем предметам, которые действительно нам пригодятся в будущем. Мы считаем, что в 10 классе мы уже можем определиться с направлением, которое нам пригодится в будущем. Для профильного обучения пришлось перестроиться не только нам, но и нашим учителям. И сегодня мы готовы заявить. Учителя прекрасно подготовлены к профильному обучению в нашей школе. Гимназия Пушкина за профильное обучение! Конечно, самым главным доказательством того, что ребятам удобнее учиться именно по профилю, то есть по своему учебному плану, это являются их результаты. Я также вам обязательно отправлю вот маленький такой пример, потому что в гимназию приходят учиться в 10 класс и 11 в последующем учащиеся города Сыктывкара с разных образовательных учреждений. И если в 9 классе у учащихся было, например, 19 предметов, то на уровне профиля это 15 уже предметов, в зависимости от того, конечно, какой профиль. Может быть и меньшее количество предметов. И насколько разнятся их результаты. То есть те учащиеся, которые пришли после 9 класса с аттестатом, в котором есть даже, например, 1 тройка или, может быть, даже несколько троек, и достаточно большое количество четверок, по итогам первого полугодия уже в 10 классе, когда они выбрали тот профиль, по которому будет им интересно учиться, они имеют уже совершенно другие результаты. И я вам отправлю табель успеваемости учащейся, одной из учащихся этого учебного года. И здесь будет очень хорошо вам видно сразу, насколько улучшился ее результат при минимизации предметов. Лишние предметы отошли, ну, условно так назовем лишние предметы. Правильно сформировано то, что ей необходимо будет в дальнейшем. И уже результат 1 единственная четверка из 15 предметов. Все остальные предметы – это отлично. Ну и самым главным доказательством, вы посмотрели видеоролик наших ребят, это выпускники 2019-2020 учебного года. С какими результатами они закончили? Они нас очень порадовали, мы очень ими гордимся. А именно, из 49 учащихся этого выпуска, те, которые первые пошли по профилю, 18 получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль за особые успехи в учении федерального уровня. 6 из них, прошу прощения, кроме этих 18, еще плюс 6 человек получили медаль за особые успехи в учении регионального уровня. Ну и, конечно, для нас самое главное – это результаты государственной итоговой аттестации. На основании приказа, который был издан гимназии в августе 2020 года, исходя из подробного анализа государственной итоговой аттестации этого периода времени, большая часть предметов, которые сдавали ребята, показали очень высокие результаты. Ну и самые высокие результаты, которыми мы гордимся, это средний балл 80 баллов, это английский язык, литература 78 баллов, средний показатель, русский язык 77 баллов, химия 74 балла и 60 баллов, это вот получилось так у нас самый низкий такой вот результат. Но я считаю, что 60 баллов – это тоже очень высокий результат. Это предмет физика. То есть чем гордиться, и мы понимаем, что правильно выбранный профиль – это залог успеха каждого учащегося. Но, конечно, несомненно, для того, чтобы выйти на этот индивидуальный маршрут, на эту траекторию, по которой дальше идти на уровне среднего общего образования, огромное значение имеет ранняя профориентационная работа, то есть ранее вот этот очень важный момент, это профориентация, которой мы много уделяем внимания, и вот Анна Ананьевна, моя коллега, обязательно об этом расскажет. Так, всем здравствуйте. Мне посчастливилось работать по профориентации более 6 лет, и я вам хочу представить немножко из своей работы, из опыта работы. Ранней профориентации. Применение различных форм организации профориентационной работы. Ну, во-первых, начиная профориентационную свою работу, конечно, мы поставили цель
реализовать одну из целей основной общей программы основного общеобразования – это обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося становления и развития личности и в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости за счет профориентационной поддержки учащихся. Это из нашего плана профориентационной работы. Достижение целей, конечно, чтобы достичь эти цели, нужно поставить перед собой задачи. Вот мы поставили задачу взаимодействия образовательной организации с социальными партнерами, включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия, социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональное ориентирование учащихся при поддержке и сотрудничестве с базовыми предприятиями города Сыктывкара и центрами. Результаты реализации представленного опыта. Мероприятия, которые были организованы на профориентацию школьников. Это экскурсии, посещение выставок, ярмарок, мероприятия, организованные совместно с Центром занятости населения города Сыктывкара, проведение мониторинга по выбору профессии, дни открытых дверей, содействие по временному трудоустройству школьников во время каникул, расположение информации на сайте, участие в межшкольных и городских проектах по профориентации. Как мы оцениваем себя? Результаты реализации представленного опыта. Ежегодно, два раза в год мы проводим анализ результатов мониторингов. И вот за 3 года мониторинг по профориентации показал, что 93 учащихся 11 классов и 91% учащихся 9 классов определились с профессиональными планами, из чего можно сделать вывод о результативности проделанной профориентационной работы. О том, что мы начали работать уже на 2-й ступени основного общего образования по данному направлению, 5 и 9 класс. Ну, здесь перед вами представлено название профориентационной программы среднего общеобразования, начиная с 5 по 9 класс. Это название программы, каждой из программ есть цели, задачи, план мероприятий, все разработано, и мы по ним работаем. Обратите внимание, что есть определенная система. С 5 по 9 класс, все, кто работает по этой программе, они в системе правильно выбирают свой профессиональный маршрут. Так, ну по результатам анкетирования самыми запоминающимися и интересными мероприятиями среди 5-9 классов стал проект по созданию родословного дерева профессии моей семьи, праздник вручения трудовой книжки, межшкольные проекты встречи с интересными людьми «Маяк профессии», участие в республиканском проекте «Билет в будущее», ежегодная организация встречи со столичными вузами, с вузами города Санкт-Петербург, горизонты образования. Ну и уже в 3-й год подряд мы на классных часах знакомимся с атласом профессий и будем продолжать знакомство. Так, экскурсии. Вот здесь представлены только часть тех организаций, куда мы ходим с экскурсией. Самыми интересными стали Ростелеком, экскурсия в региональный центр МТС, геологический музей и так далее. Немножко хочу показать вам, как организовано мероприятие «Готов к работе». Это праздник вручения трудовой книжки. Чтобы это мероприятие было полезным и интересным, мы вот поставили цель, чтобы учащиеся поняли значимость начала трудовой деятельности, когда им предоставляют первый документ про трудовую деятельность, это трудовая книжка. Сейчас есть 2 варианта: электронная трудовая книжка или в печатном варианте. Вот это у нас с вами мероприятие посвящено печатному варианту трудовой книжки, вручению. Задачи мероприятия. Вот здесь задачи все расписаны. Самая главная задача – создание условий для познания и уважения трудовых традиций своей семьи и трудовых подвигов старших поколений. И немножечко из того, что мы провели, вот у нас фотографии вручения трудовой книжки. Дальше. Ну, учащиеся показали при анкетировании, что интересным стало проект озеленения пришкольных участков, то есть в целях профориентационной работы они занимаются самостоятельно, планируют, проектируют. К примеру, здесь вот проектируют школу, как озеленить школу рядом.
Да, вот. Дальше. Следующее интересное мероприятие – это межсетевой проект «Маяк профессий». Был организован. Целью мероприятия было узнать современные тенденции на рынках труда, новые профессии, те профессии, которые сейчас пользуются успехом, и профессии будущего. Так, вот к нам приходили в гости и рассказывали про профессии будущего, которые нужны будут учащимся. Следующее интересное мероприятие – это межшкольный проект «Встреча с интересными людьми». Ну, здесь ежегодно к нам приходит большое количество организаций, большое количество родителей, которые хотят рассказать про свои профессии, и мы их приглашаем с удовольствием и задаем им вопросы. Так, вот это все, не все, а только часть родителей, и не только родителей, которые приходят нам и рассказывают про свои профессии, агитируют поступать на эти профессии, плюсы и минусы этой профессии. Так, учащиеся задают вопросы во время проведения встреч с интересными людьми, а также пишут пожелания, какие бы профессии они бы хотели еще увидеть на встречах, или про которые хотели бы они услышать на встречах с интересными людьми на этом проекте. Так, это все еще продолжается, встречи наши, да, вот, можно много показывать. Ну, уже в 3-й год мы участвуем в всероссийском проекте «Билет в будущее», реализация всероссийского проекта по ранней профориентационной ориентации. Так, «Горизонты образования». 3 года подряд мы сотрудничаем с внебюджетной организации «Горизонты образования». Они приезжают к нам из Санкт-Петербурга со своей образовательной выставкой, плюс проводят тренинги, организуют, рассказывают про столичные вузы, про вузы не только Санкт-Петербурга, но и вузы города Москвы. Но в последний раз к нам на выставку приезжали представители приемной комиссии Санкт-Петербургского строительного архитектурного университета, ЛЭТИ, государственный, просто Санкт-Петербургский государственный университет и так далее. Так, вот это они. Также они приходили на родительские собрания. Это немножко о моей работе. Если вас что-то заинтересовало или вам нужны координаты, пожалуйста, вот моя почта. Мы готовы к сотрудничеству с вами. Готовы ответить на вопрос? Есть 2 вопроса. Первый. Хотелось бы поподробнее услышать о формировании учебного плана универсального профиля. У нас в школе 10 обучающихся 9 класса, в 10 класс пойдут максимум 8. Я не могу прокомментировать ничего по поводу универсального профиля, потому что в гимназии универсального профиля нет. У нас все-таки профилизация, согласно тех условий, которые мы можем дать, и вот мы вот уже как бы идем именно по этому маршруту. То есть мы отошли от универсального профиля. Есть рекомендации общие по формированию универсального профиля. Да, мы прекрасно понимаем, что есть ребята, которые не могут определиться с такими предметами, как физика, например, биология на углубление, там, информатика и так далее. Им достаточно будет изучать предметы в основном на базовом уровне. То есть это уже лучше обратиться, может быть, к тем школам, вообще на сайтах образовательных учреждений города Сыктывкара, это точно, обязательно размещаются учебные планы, и в том числе и в городе Сыктывкаре у нас есть образовательные учреждения, в которых универсальный профиль есть. Можно посмотреть, задать вопрос, я думаю, что они лучше ответят, что все, что связано с универсальным профилем. Угу. Еще вопрос. Поскольку человек обучается на определенном профиле, например, химико-биологическом и так далее? Хорошо. У нас на сегодняшний день в гимназии 3 класса. Количество учащихся в этих классах достаточно большое. 10 В-класс, в состав которого входят учащиеся технологического профиля и плюс учащиеся естественно-научного профиля, общее количество их 29. То есть есть предметы, которые они вместе изучают, например, та же самая математика профильная, все 29 учащихся, и есть предметы, на которые в рамках расписания они расходятся. Например, на физику уходит 19 учащихся, и, соответственно, оставшиеся учащиеся в этот период времени уходят либо на химию, либо на биологию, тот предмет, который у них является профильным. То есть количество учащихся больше 20
если мы говорим конкретно по классу. Еще хотела обратить внимание, то есть вот опять же из опыта гимназии, то есть если нынешние 11-классники при составлении учебных планов и вообще по распределению учащихся в 11А и в 11Б класс использовалось немножечко как бы пошли навстречу учащимся, чтобы коллектив не менялся, в большинстве коллектив учащихся не менялся, остался тот же самый классный руководитель, поэтому не придерживались конкретного профиля. И у нас в составе 11А класса и 11Б класса внутри класса сразу же заложено 5 профилей. Это немножко сложно для формирования расписания, для того, чтобы составить расписание, потому что учащиеся, если в классе 5 профилей, они практически, можно сказать, не встречаются полным составом своего класса. А вот уже в этом учебном году учащиеся 10 классов, здесь мы пошли немножко по другому пути. И здесь уже идет конкретно класс, конкретный профиль. Например, если это у нас 10А класс, то это учащиеся гуманитарного профиля первого варианта, учащиеся 10Б класса это гуманитарный профиль второй. И вот единственное у нас 10В класс, но это опять же специфика предмета химия, биология, не так большое количество, то есть мы не стали добирать учащихся города Сыктывкара, и вот сформировался такой у нас универсальный класс 10В, в котором 2 профиля заложены. Это технологический, физика, математика, информатика, углубление и, естественно, научная химия, биология, математика. Поэтому советую для того, чтобы лучше и удобнее и нагрузку распределять, и расписание составлять, чтобы в рамках класса был один профиль. Это из опыта, опять же. Еще вопрос. Можете ли вы поделиться программой по профориентации? Да, я поэтому оставила координаты свои. Пишите. Пишите, я поделюсь. Огромное спасибо. У нас сегодня продуктивно очень прошла работа. Весь регламент, то есть вся повестка нами реализована. Если будут какие-то еще вопросы по тематике нашего сегодняшнего заседания, обязательно пишите. Мы будем стараться отвечать на ваши вопросы. И, как я уже говорила ранее, материалы, которые сегодня были, или ссылки на которые были сегодня озвучены, мы отправим в образовательные учреждения. Хочу вам напомнить, что самая главная наша с вами задача – это быть прежде всего здоровыми, поэтому берегите, пожалуйста, себя, берегите своих родных и близких. Ну и всего вам доброго. Спасибо огромное. До свидания. До свидания.